поработать. Давай. Скорость. Оба. Ригу. Оба. Ригу. Команда тренера, крепкий захват руки и соперник повержен. Малейшая ошибка и ты вылетаешь. Ребята под пристальным присмотром президента Федерации армспорта республики проводят свои последние тренировки перед фестивалем. Ребята сейчас отрабатывают чисто технику, скорость отрабатывают. Физически сильные большие нагрузки мы прекратили. Сейчас уже осталось там пару дней они отработают, уже отдых нужен ребятам. Так поработал с ними, над ошибками поработали, знаем своих соперников, должны показать результат, работали с ними, не должны подвести. За ходом тренировок сборной Ингушетии наблюдает и председатель правительства региона. Руслан Гагиев осмотрел все площадки, где проходит подготовка к соревнованиям. Их здесь столько, сколько и видов состязаний, около 10. Впрочем, кавказские игры далеки от привычных спортивных канонов, но от этого не менее зрелищны. Так, например, силовое троеборье включает в себя бросок камня весом 12 килограммов. 15-20. Ингушская сборная сильна и в перетягивании каната. Ежегодное участие в этом состязании для команды завершается победой. Конечно же, и на этот раз спортсмены не упустят шанс взять первое место. Самый ловкий в лазании по канату 6 лет подряд молодой человек занимал первое место в этом виде спорта. Крепкий ухват руки и, конечно же, усиленные тренировки. Вот его главный секрет успеха. Не менее сложный вид состязаний – бег на ходулях. Здесь важно не просто удержать равновесие, а еще и добежать до финиша первым. Борьба на руках, троеборье, поднятие тяжестей, перечень дисциплин, в которых будут состязаться участники соревнований, действительно впечатляет. К примеру, такой 50-килограммовый мешок с песком над головой спортсмен за 6 минут обычно поднимает более 50 раз. Для этого нужно иметь не только сильные руки, но и особую технику. Мешок с песком – это все-таки не штанга, а очень неудобный снаряд. В прошлом у меня ангина была, поэтому не получилось показать результат, какой мне хотелось. В прошлом году я у нас 90 поднял, в этом году где-то 95-97 планирую поставить новый рекорд. Перенос тяжести на дистанцию за определенное время тоже занятие не из легких. Как только дается старт, груз нужно загрузить в тачку, а это 150 килограммов. Пробежать дистанцию и выгрузить. Кто быстрее справится с этой задачей, тот и побеждает. Ошибки бывают в основном при погрузке. Надо ногу поставить сюда, чтобы тачанка не перевернулась. Задача: первый мешок, если положишь дальний угол, он может перевернуться. Ложишь на левый бок сперва, на левый, второй на правый. Можно свободно кинуть его, чтобы он будет лететь. Третий мешок, чтобы погрузить в середине. Можно вот так. Вот так. Чтобы тачанка не перевернулась. Тренер сборной Ингушетии внимательно следит за ходом тренировок. Участники соревнований должны на 100% быть готовы ко всем трудностям, с которыми им придется столкнуться. Но перегружать себя, конечно же, не стоит. У нас в любом случае в прошлом году какие-то у нас нормативы были какие-то определенные. Вот эти нормативы мы сравниваем сегодняшние и прошлогодние. Но в некоторых местах мы уже некоторые виды улучшили, а некоторым еще чуть-чуть надо дорабатывать. Но я так думаю, в любом случае наша команда должна быть в призерах. За 7 лет фестиваль стал одним из самых ярких и знаковых спортсобытий на юге России. Это уникальная площадка, которая позволяет открыть культуру народов Северного Кавказа и сохранить традиционные виды спорта. Плюс к тому же фундамент для дальнейшего укрепления межнациональных отношений. Микаил Тангиев, Руслан Албагачиев, Рамзан Зурабов, Новости 24.